Шестого октября в республике пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мурат Хайдарович, скажите, пожалуйста, какова цель этой тренировки? С 1 по 31 октября текущего года на территории Российской Федерации проводится месячник гражданской обороны. В рамках месячника 6 октября республика пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Основными целями штабной тренировки являются проверка готовности и работоспособности системы управления гражданской обороной, система оповещения населения об опасностях, повышение эффективности и слаженности действий сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, организация взаимодействия и обмен информацией между органами управления гражданской обороны. Кто принимает участие в этой тренировке? Руководителем штабной тренировки является заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирик Хайравариевич Сагитов. Заместителем руководителя председатель Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям Фарид Рифович Гумеров и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Миневалевич Идрисов. На штабную тренировку привлекаются органы управления Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, куда входят территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации. Мурат Хайдарович, а сколько вообще продлится эта тренировка? Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проводится в течение одного дня 6 октября. А что вообще планируется в рамках всероссийской тренировки? Какие мероприятия, Мурат Хайдарович? В ходе проведения штабной тренировки планируется отработать практически все вопросы основных задач гражданской обороны, определенных федеральным законом номер 28 о гражданской обороне. Это от подготовки населения республики в области гражданской обороны, оповещение населения об опасностях, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей безопасного региона, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения угроз и до обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны республики. Тренировка будет проводиться в два этапа. Первый этап – это введение в действие плана гражданской обороны и защиты населения. Второй этап – это непосредственное ведение гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов. Участники тренировки получат 8 сигналов, на которые они должны подготовить донесения и прислать в группу контроля республики. Как в этой тренировке будет задействован Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям? Функции по решению задач в области гражданской обороны Республики Башкортостан возложены на Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям. В соответствии с этим Госкомитетом разработано и направлено в органы управления организующие документы по подготовке и проведению штабной тренировки. В день проведения штабной тренировки 6 октября на базе Госкомитета развертывается республиканская группа контроля по 8 направлениям организации работы. Группой контроля организуется взаимодействие с органами управления гражданской обороны, осуществляется прием и обобщение докладов и донесений по штабной тренировке в установленном порядке. Мурат Хайдарович, вы как ответственное лицо за организацию проведения штабной тренировки, что посоветуете участникам? Представителей органов управления призываю принять активное участие в проведении штабной тренировки. Строго соблюдать меры безопасности при проведении практических мероприятий. Обеспечить своевременную передачу донесений и результатов отработки учебных вопросов проведенных мероприятий в группы контроля республики.